Талантливый и увлеченный, много сделавший для развития передовых направлений современного естествознания, в Сыктывкар будущий ученый с мировым именем приехал по приглашению в далеком 60-м с женой и дочкой. Комплексное освоение природных богатств. На это направлена работа КОМИ филиала Академии наук СССР. В том, что за 60 лет промышленное производство в республике возросло в 576 раз, есть немалый вклад и сыктывкарских ученых. Ученые филиала обмениваются информацией со своими коллегами из Австралии, Франции, Венгрии, Японии, США. Тогда, в непростые для многих времена, именно в Сыктывкаре начали развиваться новые направления науки. Академик Юшкин выдвигал гипотезу о думающих кристаллах. Рощевский открыл физиологам всего мира новый взгляд на живой организм. Сравнительной кардиологией тогда занимались всего 2 лаборатории – в Сыктывкаре и в американской Филадельфии. Не так давно в Сыктывкаре проходил первый всесоюзный, даже точнее международный симпозиум по сравнительной электрокардиологии. Профессор Райланд из Бельгии, президент Международного совета по электрокардиологии, так высказался о работе симпозиума. Он сказал, что симпозиум разбудил ранее спящую область науки, столь важную для электрофизиологии сердца, для электрофизиологии, патофизиологии сердца человека. Основное направление его работы – эколого-физиологические исследования человека и животных в экстремальных условиях Севера. Он открыл и впервые в мировой практике описал новые типы активации миокарда, разработал методы электро- и вектограмм животных, стал инициатором создания первой в нашей стране автоматизированной системы измерения параметров электрического поля сердца. 3 тома избранных трудов Рощевского – это кладезь знаний для современного и будущих поколений ученых-физиологов. Науке академик посвятил большую часть жизни. Я вам скажу, что несколько десятков лет тому назад Республика Коми была в СССР на 2-м месте по уровню образованности населения. Значит, не помню сейчас, я могу ошибиться на память, не то Аджария, не то вот какая-то маленькая кавказская автономия, у нее процент людей с высшим образованием был чуть-чуть выше, чем в Республике Коми. Но мы превосходили все регионы, ну, кроме городов Москва, Питер, Москва, Ленинград, естественно. И это было нашей гордостью. Но это не мешает быть и активным общественником. Он с самого начала работы выступает с лекциями, ведет профсоюзную работу, становится членом всевозможных обществ. В частности, много внимания он уделяет вопросам образования детей и молодежи, воспитания будущих высококвалифицированных кадров. Учитель, который будет знать только учебник, это мало. Учитель, который будет знать только методику преподавания, этого мало. Наша с вами университетская, в частности, прерогатива заключается в том, что мы можем обеспечить студента, выпускника прекрасным знанием современной науки в той, в которой он работает, учится и будет работать. Один из образовательных проектов, возглавленных Михаилом Рощевским в Коми – Народный университет. Это программа обучения для граждан пожилого возраста в самых различных областях – агротехнической, социально-правовой, ландшафтной архитектуры, основ моды, виртуального туризма и многих других. Соответствовать требованиям времени – один из принципов, который продвигает академик. Это очень активная часть нашего населения, города. И это люди, которые жаждут современных знаний, они жаждут ориентироваться хорошо в современном, столь быстро меняющемся сообществе. Более того, я вам скажу, что они даже требуют другого уровня образования. Они говорят, что нет, давайте будем обучать и основы физики, и основы химии. Не только сохранение академической науки в Коми, но и ее переход на новый уровень. Это, пожалуй, главный итог работы выдающегося ученого и организатора Рощевского. Будучи на посту руководителя филиала Академии наук, он усилил материально-техническую базу фундаментальных исследований в Сыктывкаре. Под его руководством реконструированы здания научного центра, созданы 3 новых института. Большинство сотрудников Коми научного центра получили собственное жилье. Заслуги Михаила Рощевского отмечены множеством наград. Его талант и опыт востребованы и сегодня. Быть может, все это благодаря тому, что он неисправимый оптимист. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».
Со всего мира в адрес Михаила Рощевского сегодня поступают поздравительные телеграммы. Одну из них академику адресовал Сергей Гапликов. Глава назвал его настоящим патриотом и человеком активной гражданской позиции. А также отметил, что во многом благодаря деятельности Рощевского республика обязана появлением в Сыктывкаре современного кардиоцентра. Кроме того, многие ученики великого наставника продолжают идти по его стопам, развивая медицину, науку и высшее образование. За этот вклад губернатор сказал ему спасибо.